Быстрые новости недели. Поехали. Евросоюз ввел санкции против 38 граждан Беларуси и 3 белорусских компаний из-за войны в Украине. В списке физлиц силовики, прокуроры, судья и пропагандисты. Также под санкции попали Минский электротехнический завод имени Козлова, БМЗ и Белнефтехим. Павел Латушко и Франк Вечорка уверены, что это не последний пакет санкций. Они заявили о продолжении работы по усилению санкционного давления на режим Беларуси. Президент Литвы Гитанас Науседа и премьер Польши Матеуш Моровецкий встретились в Сувалках. Политики озвучили, что в Беларуси находится минимум 4000 наемников ЧВК «Вагнер». Оба заявили, что уже приняты соответствующие меры. Усилена охрана и подготовлены планы по перекрытию границ с Беларусью. Польша обвинила Беларусь в нарушении воздушного пространства во время тренировочного полета. В связи с этим польская Минобороны приняла решение увеличить количество сил на границе и уведомила НАТО об инциденте. Белорусская сторона отрицает факт нарушения. В Кривом Роге российская ракета попала в многоэтажку, где живет наша украинская журналистка Катерина Сельдереева. Она написала для «Солидарности» уже более 130 глав дневника войны. К счастью, на момент ракетного удара коллеги не было дома. В результате российского обстрела погибли 6 человек, 75 ранены. В Украине погибли 5 белорусов-добровольцев. 4 воевали в составе полка Калиновского, 1 в общественном объединении «Погоня». В Иваново силовики задержали женщину, которая дома слушала песню «Украина понад усе» и подпевала. Ее заставили извиниться на камеру и спеть официальный гимн Беларуси. Женщина отправлена в СИЗО. Выяснилось, что на нее донес житель Иванова, который представляется Петром. В одном из комментариев он написал: «С ними нельзя церемониться. Они живут на нашей земле и оскорбляют наших братьев-россиян. Это похоже на то, если бы к вам пришли в дом и оскорбили родных». Силовики заставили задержанного белоруса перебить татуировки со словами «не быть скотом» из стихотворения «Кто ты гэтки, Янки Купалы» и «БТ убивает». Союз художников Беларуси нормализовал свой логотип. На него добавили зеленый цвет, чтобы выглядело патриотично. Ну а если патриотизма все еще недостаточно, то сайт Союза художников Беларуси то, что доктор прописал. Достаточно просто перейти по ссылке и ослепнуть. Издательство Янушкевич открыло книжный интернет-магазин «Книговка». Сайт пока работает в тестовом режиме. Онлайн-магазин предлагает широкий ассортимент книг, имеющихся в издательстве, а перечень стран, в которых их можно купить, увеличится. Планируется, что со временем интернет-магазин станет основной площадкой издательства. Здесь будет открываться предварительный заказ, будут выкладываться новинки и запускаться всевозможные акции. Бывший президент Польши и лидер «Солидарности» Лех Валенса записал обращение к белорусам в честь Дня солидарности с белорусским народом, который отмечается 4 августа. Ваши страдания принесут плоды, так что выдержите еще немного, и мир будет замечать вашу самоотверженность все больше и больше. И он все больше и больше замечает, что вы находитесь на правильной стороне. Придет день свободы для вас, справедливости и мира для всего мира. Я верю в это, я боролся за это. Я сделаю все, чтобы ускорить эти освободительные процессы. На этом все. Ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски.